В эфире специальный выпуск программы «Время новостей», в студии Анна Зубарева. Здравствуйте. Глава региона Владимир Уйба выступил с обращением к жителям республики. Борет Донайортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Мы начали трудовую неделю, начали ее в обычном рабочем режиме. Антиковидные каникулы закончились, и мы, как большинство субъектов, продолжили работу. Всего 5 субъектов, по-моему, те, кто еще на неделю ковидные каникулы продлил, но мы, вы знаете, я вам об этом говорил, приняли решение и работаем. Так же, как и детишки учатся в школах. Сегодня расскажу, день был, очень много совещаний прошло, расскажу о том, что точно совершенно будет интересно. Вот во время поездок по республике в тройке наиболее, практически в каждом населенном пункте, где встречались, ставился вопросы, в том числе вопросы по связи. Это сотовая связь и интернет. Я это прекрасно понимаю, потому что сегодня очень много заложено именно через госуслуги, и, конечно, интернет нужен, и сотовая связь уже сегодня без нее, конечно, мы не знаем, как общаться, как созваниваться с близкими и так далее. Поэтому я рассказывал на встречах, что программа до оснащения сотовой связью и мировой паутиной, интернетом продлена до 2030 года. И населенные пункты, как раз у нас таких населенных пунктов более 140, которые от 100 жителей до 500. И суть сегодня, я расскажу о том, что идет голосование. Тоже голосование идет на портале госуслуг. Суть этого голосования. Но у нас лимит на 2022 год 14 населенных пунктов. То есть больше нам Российская Федерация денег на цифровизацию не дает на 2022 год. Соответственно, голосование, которое сейчас идет, и оно, кстати, у нас закончится 15 ноября, нужно голосовать очень активно. Почему? Потому что именно те населенные пункты, за которые проголосуете вы, уважаемые жители республики, и наберет этот населенный пункт большее количество голосов, именно эти 14 будут отобраны, и по ним будут проведены работы по цифровизации, по сотовой связи и по интернету как раз в 2022 году. Поэтому активность, она дает возможность именно в 2022 году в вашем населенном пункте получить сотовую связь. И у нас есть сегодня лидеры, я их специально пока называть не буду, чтобы они не успокоились и не перестали голосовать за эти населенные пункты. Но нужно подтянуться. Я просто смотрю по списку населенных пунктов, где мы на встречах, вы, уважаемые жители, об этом говорили, что нам очень нужна сотовая связь, но активности такой при голосовании пока не видим. Может быть, конечно, вы считаете и 23-й год хорошо, и 24-й, но по большому счету все-таки я считаю, что нужно, конечно, сегодня, если уж вам точно нужна сотовая связь и интернет, то нужно именно сейчас подтянуться, проголосовать с тем, чтобы вы вошли в эти 14 населенных пунктов именно 2022 года. Успевайте, время еще есть, целая неделя, и в этом смысле не имеет значения, кто за кого голосует. То есть вы можете не проживать в этом населенном пункте, но вы должны быть точно совершенно жителями Республики Коми. И проголосовать за населенный пункт, где живут ваши родители. И это тоже ваш голос, поэтому, пожалуйста, это услышьте и, конечно, активнее голосуйте. Еще одна новость, точно совершенно она интересна для всех, это здравоохранение и оборудование, высокотехнологичное медицинское оборудование. Понятно, что все жители республики заинтересованы в том, чтобы в каждой ЦРБ было новое современное медицинское оборудование. Сегодня речь идет о видеоэндоскопических системах. Это суперсовременные видеостойки, стойки с видеоприставками,
которые позволяют проводить операцию эндоскопическим путем, то есть без большого разреза, вот именно эндоскопический прокол, при этом руки хирурга, которые манипулируют, они снаружи, и, соответственно, в ране только сам эндоскопический инструмент. Это позволяет, ну, во-первых, улучшить качество операции, потому что нет дополнительного источника инфекции, соответственно, быстрое заживление, меньшая кровопотеря и так далее. То есть, на самом деле, это сегодня уже даже не будущий век, это наш век, это нужно обязательно делать во всех ЦРБ. Поэтому мы закупили вот это оборудование для всех ЦРБ, подчеркиваю, для всех, без исключения. В каждой ЦРБ подготовлен специалист. Вот сейчас будет поставлено оборудование до конца года. И дальше мы предусмотрели еще оплату этих высокотехнологичных операций эндоскопических. На следующий год мы запланировали 160 миллионов рублей именно для оплаты вот этих высокотехнологичных операций. Поэтому все есть, оборудование придет до конца года, врачи обучены, ну и, соответственно, средства на проведение операций предусмотрены. Поэтому, пожалуйста, всем докторам есть чем работать, ну а те, для кого будет необходимо проведение такой операции, будет возможность получить именно в своем городе, без выезда в Сыктывкар, ну или куда-то в другие города России. По эпидобстановке мы опять немножко выросли. За сутки выявлено 400 случаев коронавируса, вчера было 397. По городам у нас ничего не меняется: Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута, Сосногорский район. Но вот опять же хочу сказать, что из 400 вновь заболевших коронавирусом всего один человек был привитой, подчеркиваю, один человек, то есть это промилле уже, и при этом это амбулаторное течение у человека, то есть это еще снова подсказка, прививаться, не прививаться. Да? Вот 399 человек – это люди не привитые. Соответственно, мы с вами понимаем, что люди, которые заболели, они тоже получили вирус, к сожалению, от непривитых. Вот эту цепочку можно порвать только одним, да? Прервать ее, только вакцинацией. По умершим, к сожалению, у нас умерло 19 человек. Я вот каждый раз, когда говорю, у меня, в общем, несмотря на то, что я, в общем, когда-то занимался, в том числе и врачебной практикой, но вот эта цифра, она просто ужасная. То есть мы, представляете, за сутки потеряли там 19 человек. И опять же, вот представьте себе, что из этих 19 ни один человек не был вакцинирован. То есть ни один из них не привитой. Вот такая страшная статистика, и, конечно же, я считаю, что, еще раз повторяю, у кого есть сомнения, нужно это сомнение решать только одним – идти и прививаться. Общее количество умерших за весь период пандемии у нас нарастает, это уже 2040 человек. По развернутым койкам мы пока не добавили коек, но мы начинаем очень активно заполнять те, которые у нас койки развернуты, и каждый день это рост. Вот у нас на сегодняшний день занято 2191 койка, вчера было 2180, то есть постоянно прибавляем. Поэтому, скорее всего, что мы уже опять на пороге очередного принятия решения по тому, чтобы разворачивать дополнительные койки. Я уже постоянно об этом говорю, что кроме средств, которые мы предусматриваем на разворачивание коек, это наши с вами средства, которые могли бы пойти на какие-то там социальные задачи, идут вот на то, что мы сначала койки разворачиваем, потом их сворачиваем, а делаем это исходя из того, что мы не можем допустить, чтобы у нас не хватило коек для госпитализации. И по вакцинации большое спасибо всем, кто вакцинировался, а их у нас сегодня с вами 285 849 человек. Вакцины у нас более чем достаточно, более 131 тысячи доз. Поэтому, пожалуйста, уважаемые жители республики,
записывайтесь на вакцинацию, вакцинируйтесь и будьте здоровы. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, до следующей встречи. Вы смотрели специальный выпуск программы «Время новостей». Всего доброго и до скорой встречи в эфире.